Блины – это всегда праздник. Давно уже подметила, что блины создают уют в доме, собирая вокруг стола детишек, родню. Тут царит и благополучие, и домовитость. Если сказать одним словом, то дом как бы воспринимается как тихая пристань семьи. Вкусный запах блинов идет из далекого детства, и всем оно знакомо. Думаю, что наши внуки и дети также будут искусно, как и 100 лет тому назад, выпекать блины. Блины – это праздник, праздник Масленицы. Они круглые и горячие. Это символ солнца. Разнообразие блинов велико. Можно печь из гречки, пшена, кукурузы, муки с различными начинками. Вначале кулеш ставим для набухания. Насыпаем необходимое количество для семьи геркулес. Затем заливаем теплой водой или молоком. Убираем в сторону. Можно сюда же положить соль и сахар. Ну, вот, где-то около столовой ложки я положу соли. Сюда же я положу сахара. Так, сахар. Убираем в сторону для набухания. Опару. Для этого берем манную кашу. Крупу, вернее. Берем где-то 3 столовые, не 3 столовые, а 3 деревянных ложки достаточно. Ложим немножко сахара, чуть-чуть. Ложим столовую ложку дрожжей. Также ложим яйцо. Взбиваем. Добавляем опять чуть-чуть молоко. Добавляем содержимому опару нашу. Вот она готовая уже. Все это мы сейчас соединим. И еще раз блендером все перемешаем. Прекрасная опара получилась из манки. Муки у нас здесь нету. Это полезно. Тех, у кого поджелудочная железа болит, желудок, у нас нет содержания муки. Ну вот сейчас снова это будем взбивать. Наша опара готовая для выпекания. Следующий процесс будет у нас выпекание блинов. Блинов я подготовила 2 сковородки с антипригарным покрытием. Обычно я использую 2 сковородки, так легко и быстро выпекать блины. Для этого я приготовила лопаточку для перевертывания блинов, кисточку для смазывания блинов и подготовила сливочное масло, которое я
чуть-чуть попозже растоплю и начну выпекать блины. А мы посмотрим этот процесс. Для выпекания вот мы ложим. Теперь ждем несколько секунд для переворачивания. Переворачиваем блин, смазываем. Я смазываю прямо на сковороде, когда... Так, теперь чуть-чуть ждем. Переворачиваем. Смазываем. Переворачиваем. Смазываем. Теперь тихонечко убираем остатки и снова заливаем.